В Якутии стала хорошей традицией отмечать День России вводом в строй новых детских учреждений. В этом году новоселье справил детский туберкулезный санаторий имени Татьяны Дмитриевой. Новый санаторный комплекс общей площадью 6400 квадратных метров включает 2 трехэтажных здания, спортивную, детскую и концертную площадки. Одновременно проходить лечение здесь могут 200 детей. Подрядчиком строительства выступила компания «Якутцемент», реализовавшая проект на условиях государственно-частного партнерства. Это самое главное, автономное все. Если города катаклизм, они никогда свет свой, запасная дизельная есть, приземный источник есть. Вообще вы просто молодец. Этот вообще объект сам важный для детей, во-первых, да, и отдельно стоящий за городом и своей территорией. И все инженерные сооружения, этот объект имеет свое газоснабжение, свою газовую котельную автономную, которую уже зимой отработал полностью. Артезианская скважина, тут своя вода глубиной 500 метров. Геологи наши сделали, установили. Современная водочистка здесь, в этом объекте. Она в одном блоке. Здесь свои очистные сооружения, здесь свои септики. Поэтому здесь свои дизельные станции, запас электростанции. Сложности были грунтами. Здесь мы думали сосновый бор, пески. И только оказалось, что очень метров 3-4 вообще одна вода стоит. Поэтому здесь применили, мы привезли даже из Москвы новые технологии, и охлаждение свай установлено на 12 миллионов рублей, дополнительные работы появились. Изначально этого не предусматривалось, а потом пришлось это делать, но уже свайный фундамент себя ведут, ни одной трещины, ни одной осадки нету. За 75 лет существования в Якутии детского туберкулезного санатория в нем пролечилось больше 30 тысяч детей. Несмотря на то, что сегодня он считается головным учреждением республики по оказанию санаторной помощи детям из группы риска по заболеванию туберкулезом, до этого момента он располагался в старых деревянных зданиях 50-х годов постройки, что не давало в полную мощность развернуть реабилитационную работу. С вводом новых корпусов эти проблемы остались в прошлом. То, что мы получаем дар от нашей республики, да, действительно изменит во многом. И мы увеличиваемся почти в 2 раза в площадях, и появляется много кабинетов, просторных помещений, палат, классов. И действительно будет, коллектив будет работать по-новому, потому что мы из-за отсутствия площадей не разворачиваем полностью реабилитационную службу, некоторых диагностических служб. И вот когда откроемся, будет такая большая возможность, широкая возможность развернуться по полной программе именно по санаторной службе работать. Появится новое отделение реабилитации, где будет в каждом отделении свой зал ЛФК, кабинеты физио, светолечение, индуктивное лечение, будет широкий спортивный зал будет. Вот и на улице у нас вот концертная площадка, спортивная площадка, полностью оснащенная современным оборудованием для игр, волейбола, баскетбола, футбола. И школа у нас своя есть на 80 мест, светлые просторные классы, компьютерный класс появится, библиотека будет. Это тоже все это даст очень такую хорошую возможность работать планово, по-новому. В день открытия санаторий посетила премьер Якутии Галина Данчикова, которая лично контролировала ход строительства столь важного для республики объекта. Свой визит она начала с того, что вместе с министром здравоохранения Александром Гороховым, депутатом Илтумен Александром Корякиным и главным врачом санатория Василием Старостиным они посадили памятные деревья у входа в главный корпус. Главное для нас всех с вами – это здоровье наших детей. И мы должны с вами создать все условия, чтобы наше будущее поколение было здорово не только духовно, но и физически. И чтобы мы с вами создавали для этого условия. Первых пациентов здесь ждут уже в середине августа, а 1 сентября откроется первый учебный год в новой школе. Сотрудники санатория уверены, в новом здании выздоравливать дети будут быстрее. Галина Мазалевская, Николай Необутов, Джилстан Трофимов, ЕСИА.